Открытие улицы Херсонской протяженностью более 1 километра – долгожданное событие. Двухстороннее движение с 4 полосами по 3,5 метра каждая. Ширина дорожного полотна – 14 метров. Современное освещение, дорожные разметки, знаки, тротуары. Такой новый вид обрела эта дорога после капитального ремонта по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Старт дан. Почетное право первыми проехаться по обновленному дорожному полотну по традиции предоставили дорожникам. Они трудились, как говорится, 24/7, чтобы до наступления холодов закончить все запланированные работы. Эта дорога очень важна для Малгобека, для жителей Малгобека. Она именно для жителей Малгобека. Соны Батер, Хакимиш Батер, Цанин Батер, Нахабыр, Атул. Скорая помощь, какая-либо другая, могжеваться, Буахкинабали, Береждали, и разгружается город центральный. Поэтому сегодня я очень рад поздравить жителей. Я очень рад сказать вам, что сегодня открывается эта дорога. Световое освещение сделали, все сделали. Она все-таки более километра дорога. И поэтому сегодня, я думаю, это хороший подарок. Я хотел бы, чтобы понимали мы все это. 3 года мы первое место держим по России по строительству дорог. Анскуаны, Элью, Табудожник, сдавать дуй. Так, да, Сурготи, Яндери, Вашкет, Метвы, Изахабебуй, дал Эндери, уже начали. То есть мы дороги делаем, и вы знаете, мы стараемся в этой части, но это большой труд, но и большая ответственность. Сегодня я хочу, чтобы Цагьяну, Лахтажди, Ямолубик, я Хакимичби, Суму Барыш, Вол Барыш, редко сюда заезжаю. Чаще волчазник Хаматуабериловей выиграть. Но там еще пост был такой, Лок и Жлатыш, Ханс Хозова и Кигенаби, которые МВД служат у нас, на границе стоят. Мы там строим хорошее здание, Вейсихот должны, не блоки там, какая-то гофра была, а чтобы там было уютно для сотрудников МВД. И вы хаждуашан границы, Галай мог бы, хаждуадолаш, Хоззацилич, здание Хаягивей. После этого я поеду в ФОК, наконец-то. Я берешь, вы плавали, чтобы бегали там, чтобы туда тоже доеду. Хосхамхалыч, до Госмудвали. Малгобечане, я рад, что у вас немножко хоть есть внутренняя радость. Все, что мы не делаем, мы должны делать для людей. Я вам скажу, мы делаем это. Воеваш тадарди, хадаждивей. Но хадя хамди, лорди диес. Лорди диес. Вот тротуар не предполагалось, я сказал сделать. Деревья, Янцехалыч, Пейндатс. Понимаете, поэтому субботники, просто выйти, Цанчиндина, можно оградить их, поливать их первые 2 недели, и они вырастут. Хоза улицу Гячон, наш волчон, на эту бохову, только волчон. Благоустроенная улица Херсонская позволит разгрузить транспортные потоки по центральной улице имени Сулумбека Асканова, которая является самой загруженной в Малгобеке. И этот факт просто не может не радовать горожан. Для нас это большой праздник сегодняшний день, потому что это подарок для всех, для всей республики. Вы знаете, что динамическое развитие нашей республики это заметно и с каждым днем набирает свои обороты. И сегодня это заслуга главы республики, заслуга всей команды. И вы знаете, что за 30 лет, за короткое время наша республика процветает. Это заметно. Действительно, как сказал глава, когда въезжаешь в республику, в первую очередь обращают внимание на дороги, на чистоту и порядок озелененности территории. Действительно, наш субъект самый молодой и самый развивающий сегодня. Большое спасибо вам, Махмуд Али Бакшарифович, за такое чисто, как говорится, человеческое, народное такое отношение. И действительно, даже узнав, что мнение людей, действительно, Малгобек отдаленный, и вот это мнение людей, он не забывает. Я большое спасибо и от себя, от нас всех жителей. Пройдя годы,
чтобы потом оглянулся назад, чтобы у вас было много таких полезных, и что можно было вспомнить вещей, что осталось для народа. И это народ всегда и ценит, и всегда это в душе народа остается. Раньше весь транспортный поток, направляющийся в Вежери-Юрт, Вознесенское, 36-й участок и другие населенные пункты, проходил через центр города. Теперь это в прошлом. Жители Малгобека спешат лично поблагодарить главу региона. Ну, разгрузились город. Город разгрузили. Поэтому в любом случае... У меня мечта всегда. Улица Херсонская имеет стратегическое значение для города. Теперь жители восточной части Малгобека смогут быстрее добираться домой. Разбитая дорога была, ямы кругом, лужи, грязь. Невозможно было проехать. Машины гробили люди и город пачкали. А сейчас одно удовольствие. Разгрузить город, иначе невозможно было. Особенно в праздничные дни. Все забито, заехать в город невозможно было. Анза аппарат хоздик диктуабянер б диаряс хот далберк дол. Дела они ахпар ва ту ми машинист ат ми наха ат ми велер хоз ми хозу то я дики то я диаряс хейл президента хейл узях кашона хейл ваймасна хадеш докторна хадеш мишитте. Благоустроить улицу планировали еще 12 лет назад. В 2010-м разработали план ремонта, подготовили основания под асфальт. Но дальше дело не пошло, не хватило средств. В этом году за решение вопроса взялись по поручению главы региона. Позже Махмуд Али Калиматов сам лично наблюдал за строительным процессом. Это правая полоса отдельно разъединенная. Это двустороннее движение. Знаки уже устанавливают. Уже сегодня две полосы, да? Да, необходимые знаки сегодня установили. У нас две полосы. Да. Столбы заказаны уже, заводские столбы. Они у нас световые. Да, две лампы на каждом столбе. Потом землю завезем, все это определим. А здесь школы, что-нибудь есть у нас? У нас 18-я школа, Махмуд Аль-Мукши. Вот сейчас прямо заезжая с правой стороны, дорога идет. Вот туда вправо. Как раз да? соединение, тротуар, асфальт, здесь 3-4 дороги соединяются. Это вот большое дело, потому что дорога это настолько поэтому Хамадхану Хамбаркал Хаут Едарига Ди Ваймулу Хаду Хам Наха Хадеждуша. Региональный Минавтодор выполнил поручение главы региона на все 100% и досрочно завершил реконструкцию всей дороги. У нас проведены земляные работы с выравниванием из ПГС. Также проведена укладка асфальтобетонного покрытия толщиной 7 сантиметров. Ширина проезжей части составляет данной улице 14 метров. Она стала четырехполосна, каждая полоса по 3,5 метра. У нас здесь установлены также фонарные столбы в количестве 33 штук с фонарями освещения 66 штук. И протянут по всей протяженности электрокабель. Нужно отметить, что помимо этого у нас предусмотрены по всей протяженности тротуары и нанесена разметка термопластиком. Работы велись интенсивно, ударными темпами. Улица была построена, можно сказать, так как здесь ничего не было, за несколько месяцев. С 2019 года Ингушетия в тройке лучших регионов по России, успешно реализующих национальный проект «Безопасные и качественные дороги». А в этом году и вовсе стала лидером среди всех субъектов страны. Успешная работа республики в этом направлении не раз отмечалась на уровне федерального правительства. Зелимхан Калуев, Мухаммад Билакиев, Новости 24.